Уже 5 лет нет новостей от семьи. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как войны разделяют семьи и почему их нужно прекращать. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого интересного. Супруги Амоновы из Исфары уже несколько лет пытаются хоть что-то узнать о судьбе дочери и внуков. Их дочь Зумрат Абдурахимова в 2015 году вместе с мужем и 3 детьми уехали в Сирию и в последний раз выходила на связь в 2017 году. Власти подтвердили, что эта жительница из Сфары выехала в Сирию, но говорят, что о ее судьбе нет никакой информации. Нарзун Амонова, жительница Джамаата Варух в Исфаре, уже 5 лет не знает, что случилось с ее дочерью и внуками в Сирии. По ее словам, за это время она обращалась в различные инстанции, чтобы узнать о судьбе своей дочери и внуков, но... پیشتی در نمایان شب گفته تق تق کن و پنهان شب من کابمت خندون شب گفته هوی نوسته پرتفتا. Последний раз мы говорили по телефону в 2017 году. Я спросила дочь, почему она это сделала, почему она уехала, не подумав о нас. Дочь ответила: «Вы думаете обо мне, а я о своих детях». Она сказала, что не хочет, чтобы ее дети росли без отца. Мой зять вырос сиротой. Дочка сказала: «Даже если с детьми что-нибудь случится, но они будут рядом с отцом», говорит собеседница. Государственные структуры подтверждают, что в 2015 году Зумрат Абдурахимова выехала в Сирию вместе с мужем и 3 детьми. В отношении ее мужа Алхамджона Абдурахимова и самой Зумрат возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в боевых действиях за рубежом. Представители Таджикистана, которые занимаются вопросами поиска и возвращения таджикских граждан из Ирака и Сирии, говорят, что имени Зумрат Абдурахимовой нет в списках граждан Республики Таджикистан, находящихся в сирийских лагерях или в тюрьмах в Ираке. Разными способами мы установили личности 95% таджикских женщин в контролируемых курдами лагерях в Сирии. У нас есть имена всех таджикских женщин в иракских тюрьмах, но Зумрат Абдурахимовой нет ни в одном списке, сообщили источники 9 мая. А как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что есть определенное количество таджиков, которые поступило так же? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Не исключено, что десятки таджикских женщин в Ираке и Сирии попали в руки иностранных боевиков и после смерти своих мужей. Эксперты также не исключают, что Зумрат Абдурахимова и ее муж могли быть убиты в ходе боевых действий. Тем не менее, родители Зумрат в Таджикистане не теряют надежды. Ее отец Аманбой Амонов сказал, что в поисках своей дочери обратился в таджикские правоохранительные органы и комитет Красного полумесяца в Таджикистане. По его словам, в Исфаре порядка 10-12 семей, родные которых выехали в Сирию и Ирак и бесследно исчезли. В 2 сирийских лагерях для беженцев Аль-Хол и Родж содержится свыше 500 таджикских женщин и детей. Это женщины и дети боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», попавшие в руки курдских сил. Неоднократные просьбы этих женщин о возвращении в Таджикистан до сих пор не удовлетворены. В 2019 году таджикское правительство репатриировало более 80 детей из Ирака. С 2014 года, когда ИГИЛ объявил о создании исламского халифата, под данным таджикских властей, около 2000 таджикских граждан перебрались в Сирию и Ирак. Большинство из них либо убиты, либо заключены в тюрьму, либо до сих пор числятся пропавшими без вести. Как вы относитесь к такой ситуации, которая уже длится очень много времени? И, возможно, у вас есть подобные истории или истории ваших знакомых. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.